Звук. Экран. По Султану видела ряд фотографий, которые мы подбирали. Итак, юбилейному вечеру быть. Круглая дата – 70 лет одному из самых талантливых артистов республики. Начинается с театральной постановки и музыкальных номеров. Здесь на сцене актеры воспроизводят его путь от самого начала. Не открывай. Открывай. А теперь сюда. Князь, жрец и чиновник. В творческой биографии Султана Гайсанова больше 50 ролей. От ярких комедийных до драматических персонажей, которые завоевали искреннюю любовь зрителей. На сцену мастер вышел в первый раз в 5 лет. Тогда Султан выступал в садике. В 12 лет стал частью ансамбля «Король ингушских танцев». Так называла его народная артистка республики Рая Евлоева. Он ратовал за сохранение ингушской хореографии, родного языка и неповторимого фольклора. В 70-е поступает в Ленинградский театральный институт. Султан Абу-Язитович и сейчас помнит ту басню, которая позволила ему стать студентом мастерской под руководством Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд. «Хотите быть за что отличены?» – спросил прохожий их. «Да наши предки!» «Знаю, все так же. Но ведать я желаю вы. Что сделали такое?» «Да наши Басню эту можно и более пояснить. Но чтоб гусей не раздразнить. Каждая постановка наполнена смехом, счастьем и неожиданностями. По сценарию идут только артисты. Сам же именинник в полном неведении, что будет дальше и чего еще ожидать от своих товарищей по сцене. Этот вечер для него настоящий подарок и сюрприз. Сейчас мы с тобой постараемся посредством того, что нам подготовили актеры, выстроить небольшой психологический портрет. Итак, первая зарисовочка у нас... Вот, посмотри, Султан, на эти ноги. Как ты думаешь, что происходит? Что с ним? Султан, твои предположения, версии? Ну, это ограбили, наверное, кого-нибудь. Ограбили? Так, давай проверим, так ли это. А, нет. Я боюсь, это Микаэл заказал свою бывшую, она ему надоела. Так, да. Мастер сцены, народный артист Ингушетии, председатель регионального союза театральных деятелей республики. В столь значимый день поздравить и поблагодарить за многолетний труд пришла и Залина Альянова, министр культуры республики. Увидев Султана впервые, человек, не зная, кто он, никогда не спутает его ни с полицейским, ни с водителем, ни со строителем. Это артист. Это человек культуры, искусства. Это видно внешне, это видно по его поведению, это видно в словах и в деле. Сейчас у актера практически нет свободного времени, и при таком ритме жизни можно сказать, что профессия является смыслом его жизни. Он и сейчас продолжает дарить приятные эмоции своему зрителю. На мероприятии присутствовали гости, среди которых были известные театральные деятели, актеры и режиссеры, которые не раз работали с юбиляром. Каждый из них выразил свою признательность за вклад Султана в культуру, его профессионализм и человечность. Это очень важно, что сегодня мы наконец-то решили отметить его, ну пусть будет 70-летие, пусть он еще 3 раза будем отмечать его 70-летие. Хочу ему пожелать еще творческих успехов, потому что репертуар у него очень большой. Замечательный человек, одним словом. Хочу пожелать ему счастья, здоровья, самое главное, и блага. Во всех его начинаниях и творческой деятельности я желаю от души всего самого наилучшего. Юбилейный вечер стал настоящим праздником, подчеркнувшим значимость вклада артиста в ингушский театр. Султан Гайсанов, отмечая свой 70-летний юбилей, сумел объединить людей и создать атмосферу теплоты и признания, которая надолго останется в памяти всех, кто присутствовал на этом значимом событии. Хава Гагиева, Мухаммад Индиев, Магаз 24.